В Инте в эти выходные на базе Центра внешкольной работы функционировала школа волонтеров Республики Коми. Данный масштабный проект в регионе реализует отделение Российского Красного Креста при поддержке Фонда президентских грантов. Слушателями и участниками семинара практикума стали действующие интинские волонтеры, школьники и взрослые, активисты волонтерского движения и педагоги. Коми региональное отделение уже в республике существует и работает 90 лет, а организация Российский Красный Крест уже 158 лет, как в России работает, и одно из направлений, одно из ключевых направлений – это обучение населения всего, оказание первой помощи. У нас в республике Коми активно работают города Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усыльма. Вот сейчас мы в Инте проводим мероприятие и надеемся, что волонтеры смогут поддержать это направление первой помощи, первой психологической помощи и будут развивать эти направления здесь, в этом городе. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы смогли приехать в отдаленные районы Республики Коми, северные районы и города. Благодаря этой поддержке и благодаря проекту «Школа волонтеров Республики Коми» мы смогли и сможем обучать здесь инструкторов, младших инструкторов и волонтеров, поддерживать их работу. Волонтерское движение в Инте развито, есть волонтеры, сегодня будут активисты, которые захотели получить знания и повысить свои компетенции в разных областях, и поэтому мы им даем возможность развития и повышаем их компетенции. Цель проекта «Школа волонтеров» – подготовить новых и повысить квалификацию действующих добровольцев, готовых прийти на помощь в самых разных ситуациях. Проект реализуется не только в столице региона, но и охватывает 7 муниципалитетов, что позволит жителям разных уголков Коми присоединиться к движению Красного Креста. Обучающие семинары запланированы в Сыктывкаре, Печоре, Воркуте, Ухте, Инте и в Усть-Куломском, Прилузском, Княжпогосском районах. Специалисты школы волонтеров уже посетили часть муниципальных образований. На каждом мероприятии волонтер может столкнуться с экстренной ситуацией, когда ему необходимо будет оказать кому-то помощь. Да? Возможно такое. Поэтому для того, чтобы ребята были к этому готовы, вот наш проект нацелен именно на это. Обучение в школе волонтеров абсолютно бесплатное. Оно проводится по 3 модулям комплексной программы. Первый модуль – основы добровольчества. Благодаря ему можно повысить компетенции в сфере волонтерской деятельности, узнать о принципах и ценностях Российского Красного Креста. Начальник отдела развития волонтерства Государственного автономного учреждения Республики «Ресурсный молодежный центр» Наталья Коновалова рассказала о направлениях добровольчества, крупных мероприятиях и проектах. Бум развития волонтерства случился у нас в 2020 году, когда случилась пандемия, и все активизировались на помощь друг другу, мы все поняли, что соседу нужна помощь, и я могу ее оказать, почему бы нет. Поэтому вот это такое сплочение. И второй, наверное, фактор – это как раз в 2022 году, когда случилась специальная военная операция. Это тоже ситуация очень сильно сплотила людей, и сейчас очень многие в каждом муниципалитете, в каждом маленьком населенном пункте собирают гуманитарную помощь, не исключая никакую школу, все учреждения, которые есть в республике, по крайней мере в нашей, да и вообще в принципе в целом по России, все объединились и помогают ребятам на фронте. Это называется у нас проект «Мы вместе», большой проект «Мы вместе», он как раз зарождался в 2020 году и, собственно, перерос уже сейчас активно работает. Модуль первой помощи учит правильно действовать в критических ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, до приезда медиков. На практическом занятии интинские волонтеры смогли не только повторить теоретические знания, но и на практике отработать навыки оказания первой медицинской помощи. Девушка, вам помочь? Да. Без сознания. Почему я проверяю дыхание? Да потому что что? Потому что не знаю, потому что не было ответа. Если человек, я спрошу вас, вам помочь? Да. Да, помочь. Но человек ответил, надо проверять дыхание-то? Нет, конечно. Когда проверяем дыхание? Когда как раз без сознания. Вот она нам, поняла, роль свою, без сознания. Все, инструкция без сознания. Так, почему сдалека спрашивают?
Это безопасно. И я что оцениваю? Безопасно мне, вправо, влево, вверху, вниз. Оцениваю внешнее кровотечение, что? Нету. Перехожу к чему? Еще нужно... А может, она не ответила, потому что она почему? Не слышит, в наушниках. Еще почему? Глухая, да, еще почему? Немая, да, не может сказать. Поэтому вы всегда еще по плечам. Я могу вам помочь. Вот мы еще как должны поработать, да. То есть мы ее вот, не ответил человек. Вот теперь я перехожу к проверке дыхания по тому методу, который вы вспомнили, молодцы. Вижу, слышу, ощущаю. Мы подходим, что ухом буду ощущать, слушать, ухом слушать, ощущать щекой ее выдохи, смотреть на грудную клетку, да, и вот я буду слушать 10 секунд. До 10 должна посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Очень спокойный счет. Она дышит. Теперь я должна что сделать? Вызвать скорую помощь по телефону вызываю. Скорую помощь по какому номеру? 103, 112. И говорит, что? Где мы? Адрес какой у нас? Мира 14. Девушка без сознания, но дышит. Видимо, кровотечения нет. Так, меня зовут Вера, мой номер телефона. То есть вы вызвали скорую помощь. Девушка, я не знаю, кто еще. Это юноша пусть первый бросит меня. Тут как бы это, немножко туда подвиньтесь, да? Вот, все. Смотрите, все. Для чего, чтобы я... Нет, я для того, чтобы вы сейчас на пол не упали. Теперь, пока едет скорая помощь, вы переводите ее в боковое устойчивое положение. Почему? Если рвотная масса, чтобы... Конечно, рвотные массы, чтобы не захлебнулась. Еще почему? Язык западет. А когда на боку будет лежать язык, неважно. На ту, которую удобнее. В первой помощи написано лучше к себе, но бывает там никак к себе не повернуть, да? Ну давайте тогда, чтобы вы видели, тогда вы наоборот, да? Я поверну. Вот. Ручку я отставляю, да, немножечко в сторону. Эту руку тыльной стороной ладони к щеке. Вот. Но, видите, почему тут неудобно? Я же должна держать ее, да? Вот, держать, потому что она ее не держит. Но буду держать за локоть. Ножку что сделала? Согнула в колени, ближе к себе и взяла. Я вам показываю так, как, чтобы вы видели 4 точки опоры. И поворачиваю на бочок. Теперь руку я должна, почему не очень удобно, поправить под щечку, да? И локоть у нас, упор локоть. Упор колено. Ногу почему я должна подтянуть сейчас? Для того, чтобы она не упала на живот. У нас колено, локоть, плечо, бедро. И я контролирую что? Что контролирую? Дыхание. Каждые 2 часа и участник посещает 3 площадки обучения. И потом куратор в ИНТе у нас назначается, который курирует работу волонтеров. Мы презентуем волонтерскую аптечку. И эта аптечка остается здесь, в ИНТе, и волонтер ее используют на массовых мероприятиях при оказании первой помощи. Это аптечка первой помощи. Что нужно волонтеру, когда он идет на массовые мероприятия, и какие ему нужны будут инструменты или какие нужны будут средства для того, чтобы оказать эту первую помощь или первую психологическую. Там разные есть средства, которые нужны будут волонтерам. Мы с этой аптечкой знакомим, показываем, как с ней работать, что в нее входит, и отрабатываем навыки оказания первой помощи. Последний, 3-й модуль – первая психологическая поддержка. Он помогает освоить основы помощи людям, оказавшимся в стрессе или психологической трудной ситуации. В первой психологической помощи действуют 3 принципа действия. Мы сначала смотрим, потом слушаем и потом уже направляем куда-то человека. Участники семинара в рамках обучающего занятия узнали, что для того, чтобы помочь человеку, необходимо владеть базовыми навыками, уметь установить контакт, активно и внимательно слушать и смотреть, оценивать безопасность и многое другое. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Поделитесь, пожалуйста, на 2 команды. Идите все, пожалуйста, сюда. Выстроитесь в 2 команды.
Игра «Испорченный телефон» объективно передает процесс искажения информации при передаче ее от человека к человеку. Я сейчас пройду в конец ваших команд. И первым из вас, с того конца, что-то покажу. Их задача, потрогав по плечу впереди стоящего, тот поворачивается и продемонстрировать то, что я показала. Мы посмотрим, что дойдет до вас. Итак, повернитесь ко мне. Все стоят. Смотрят очень внимательно. Шахматы рассматриваем. Умеете играть в шахматы? Да, естественно. Передаем. Что помним, то и передаем. Троньте плечо, троньте, он повернется к вам. Давай, что запомнила? Что запомнила? Тянут, да, тяни. Все, и пошли. Все, передавай. Тихо, передавай. Тише. Так. Веселее, веселее передаем, быстрее. Так. Как-то не очень энергично. Теперь вот первый с этого конца продемонстрируйте, что до вас дошло. Теперь продемонстрирую. Спасибо большое. Стоим. Я вам. Что было? Вхожу в автомобиль, сажусь, включаю первую передачу, поехала. Включаю вторую передачу, поехала. Я не двигала, я просто сидела. В этом году на базе Центра внешкольной работы планируется открыть Доброцентр. Что это будет за пространство и какие цели и задачи планируется с его помощью реализовывать, рассказала приезжий специалист. Одной из задач нашего отдела, развитие волонтерства, понятно, из названия понятно, что является как раз развитие инфраструктуры в муниципалитетах. Доброцентр – это центр общественного развития. Это такая точка притяжения для добровольцев, где ребята могут прийти, собраться, организоваться для каких-то добрых дел. Он объединяет не только волонтеров, но и администрацию, например, муниципалитета, все некоммерческие организации, которые действуют на базе этого муниципалитета. То есть это такое сборное место, где волонтерам можно оказать всестороннюю помощь. Такой доброцентр у нас в планах открытия в каждом муниципалитете. В прошлом году Доброцентр Инты, Центр внешкольной работы города Инты, подписал соглашение с Ассоциацией волонтерских центров. И, собственно, сейчас уже будет как раз работает уже в этом направлении. И очень скоро это помещение тоже будет уже забрендировано и будет работать. Школа волонтеров Республики Коми работала в Инте один день. Занятия практикума длились не 1 час. Полученные знания и навыки позволят волонтерам не растеряться в чрезвычайной ситуации и оказать грамотную помощь тем, кто в ней нуждается. Интинские добровольцы, пройдя школу волонтера Российского Красного Креста, приобретя новые теоретические знания и навыки, теперь могут расширить фронт своей деятельности.